В Аланской гимназии открыли группы дошкольного обучения. Учебное заведение пользуется большой популярностью, и потому дополнительные группы набрали сразу. Предметы в основном преподают на осетинском языке. В гимназии отмечают, дети тянутся к знаниям и внимательно слушают педагогов. За учебным процессом проследила наш корреспондент Зарина Газаева. В Аланской гимназии растет с каждым днем. Образовательный процесс и родителей, и детей притягивает тем, что предметы преподаются на осетинском языке. А сейчас в гимназии открылись группы дошкольного образования. В этом году, 2 февраля, мы открыли предшкольные подготовительные группы у нас в гимназии. Очень много было обращений, и в свете этого, я думаю, что это очень актуально и востребовано сегодня, потому что желающие идти в нашу гимназию, отчасти сомневающиеся в своих возможностях и возможностях своих детей, конечно же, рассчитывают на помощь в нашем лице. На сегодняшний день в гимназии 2 группы по 15 человек. Занятия проходят с 4 до 6 в среду и в пятницу. Помимо основных уроков, дети поют и танцуют национальные танцы. Дома мы разговариваем на осетинском языке, но хотелось бы, чтобы осетинский язык был главный, основной в нашей жизни. Поэтому мы хотим, вернее, в этом году отдали своего ребенка в Аланскую гимназию. В гимназии отмечают, что дети, которые приходят к ним на обучение, должны хоть немного владеть родным языком. Каждый день у ребят по 4 урока. Занимаются с ними молодые учителя, студенты Северо-Осетинского государственного университета и педагогического института. По словам директора гимназии Мадины Царазоновой, начинающие преподаватели подают большие надежды. В этой гимназии я начала работать недавно. Мне здесь очень нравится. Нравится особенно то, что преподавание здесь ведется на 2 языках. Наша главная задача – дать детям такие знания, которые им пригодятся в 1 классе. Глядя на то, с каким рвением дети тянутся к знаниям, как ловят каждое слово, сказанное учителем, смело можно сделать вывод – осетинский язык обязательно будет сохранен. Зарина Газаева, Игорь Войцеховский. Новости Осетии.